Бисмилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва асхаби аджмаин, амма ба'д. Каким должен быть истинно верующий человек, его поведение? Прежде всего, истинно верующий человек должен брать пример самого лучшего. И как мы знаем, самый лучший человек в этом мире – это пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах создал всю эту землю, всю вселенную ради этого одного человека. И все достойные качества в себе собрал он. Прекрасно, когда человек в той или иной ситуации думает о том, как бы поступил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Дай-ка я поступлю так же, как и он. Но это невозможно поступить так, как поступил пророк, если человек не знает историю пророка. Именно поэтому нужно изучать историю пророка, религию и так далее. Абу Хурейра рассказывает, да будет доволен им Всевышний Аллах, что однажды человек пришел и сказал: «О посланник Всевышнего Аллаха, поистине у меня есть родство, я стараюсь укрепить родственные отношения, а они прерывают. Я делаю им добро, а они вредят мне. Я бываю с ними кротким, а они безрассудны ко мне». На что посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Если ты поступаешь, как говоришь, то ты глотаешь много трудностей, то есть терпишь от них много. В таком случае не перестанет быть с тобою от Всевышнего Аллаха помощник против них до тех пор, пока ты будешь переносить обиды». Истинно верующий человек должен показывать религию своим поведением. Как сказал один из подвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, пока рассказывайте о своей религии поведением, а не словами. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не проявляющие милосердие перед младшими и не уважающие старших, те не из нас». Из этого хадиса мы понимаем, что нужно уважать старших, не только старших, но также и младших. Это очень красиво, когда человек посещает больных, когда проявляет свое уважение своим поведением, а не только словами. Соблюдение и сохранение равных добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и братства считается плодом доброты нравов. Поэтому мы находим много аятов Корана и хадисов, восхваляющих доброту нравов и характеров. Об этом говорится в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Больше всего людей удостаиваются рая из-за доброты нравов и богобоязненности». Мусульманину возвращается все, что он делает к нему самому. Со слов пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, удивительное положение мусульманина. В любое его положение является благом для него. Если его постигает радость, он восхваляет Аллаха, и тогда это дело оборачивается для него благом. Если его постигает горе, то он проявляет терпение, и это дело также оборачивается для него благом. Это слова пророка Мухаммада, лучшего из людей, которые не могут быть неправильными, не могут быть лживыми. Самые правдивые слова нам передал наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Если человек узнает, что мусульманин болен, его следует навещать. Не рекомендуется долго сидеть с больным, задавать ему много вопросов. Следует молить Аллаха о его здоровье, выражать ему сочувствие. В хадисе сказано: если человек посетит больного, он покроется милостью. Если он будет сидеть с больным, эта милость укрепится в нем. Какие благие дела мусульманин должен совершать, чтобы не быть в убытке? Как сказал Аллах в Коране: «Не равны добро и зло, отклони зло тем, что лучше для него, и тогда ты увидишь, как тот, с кем ты враждуешь, станет любящим, близким человеком для тебя». Уметь прощать, уметь не относиться к людям плохо – это целый навык и, можно сказать, дар. Почему? Потому что иметь терпение, не относиться к людям плохо – это не получается у каждого. Почему? Мы видим сейчас в народе, что люди очень негативны. Почему? Потому что слишком много информации получает человек негативной, и тем самым начинает сквернословить. Однако Аллах сказал, что ненавидит сквернословых людей.
Того человека, который сквернословит, Аллах ненавидит. И не будет ничего тяжелее на весах, чем благое дело. Нельзя злословить, клеветать на мусульман за глаза и слушать злословие и клевету. В хадисе сказано: клеветник в рай не войдет. Халили бину Ахмад говорил: тот, кто клевещет перед тобой на других, будет клеветать и на тебя, поэтому нельзя верить клеветникам. Аллах сказал в Священном Коране: не ходи по земле горделиво. Между гордостью и гордыней есть разница. Когда человек горд за свою религию, когда человек умеет отстаивать себя, свою семью, свою религию, это очень прекрасно. Однако, когда человек горделив, это означает, что в нем присутствует высокомерие. Высокомерие в религии не разрешено. Также Аллах не разрешил в нашей религии лгать. Почему? Потому что, как сказано в Коране, Аллах не любит предателей. Предатели ни в какой религии, ни в каком народе и ни в каких традициях это качество не было показано достойным. Умение отстаивать свою религию приходит с знаниями. Умение отстаивать свою религию также приходит к человеку, когда он отважен рассказывать о своей религии, стоять на своем. И все эти качества, достойные качества, присутствовали у нашего пророка. И все также эти качества должны присутствовать у нас, у верующих мусульман. Ценность и вознаграждение от любви к брату по вере описать невозможно. В хадисе говорится: люди, которые полюбили братской любовью друг друга ради Аллаха на земле, в судный день будут находиться в тени арша. Пророк Мухаммад, благословите его Аллах, приветствует, сказал: мусульманин — это тот, от языка и руки которого не страдает другой мусульманин. Ни словом, ни действием нельзя наносить вред мусульманину. Нельзя делать ничего, чтобы ранило сердце другого. В хадисе сказано: совершенный мусульманин тот, от языка злословия и руки вреда которого защищены другие мусульмане. Буня аль-исламу аля хумсин. Ислам основан на 5 столпах. Шахадати ан ла илляха илляллах ва анна Мухаммада Расулуллах. Самое первое — это свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Только после свидетельства бывает 2 видов: сердцем, свидетельство сердцем, уверование в сердцем и произношение вслух. Если оба фактора не присутствуют в человеке, то он не является мусульманином и не является уверовавшим. Чтобы уверовать в нашу религию, нужно произносить свидетельство так как сердцем, так и вслух языком. Второе — это икамат ис-сала, установление намаза. Когда человек принимает ислам, первым, что он должен сделать, это установить намаз. Каждый мусульманин, уверовавший человек, который хочет стать хорошим мусульманином, должен соблюдать самое важное покаяние. Самое важное покаяние в нашей религии — это намаз. Как сказал Аллах в Коране, намаз бережет мусульманина от скверности и от всего плохого. Третье, мусульманин должен соблюдать хадж. Это обязательное паломничество, которое мусульманин должен совершить хоть раз в жизни. Четвертое, это мусульманин должен поститься 1 раз в год, весь месяц Рамадан, то есть 30 дней, либо иногда 29 дней, в зависимости от лунного календаря. И пятое, мусульманин должен отдавать закат. Это относится лишь к богатым людям, у которых богатство лежит целый год, и они не трогают эти деньги. Они должны отдать 2,5% от некого ограниченного количества денег беднякам. День суда, в день, когда каждый человек получит по заслугам, этот человек будет вправе взять то же самое наказание и исполнить его на том человеке, из-за которого пострадал он в этой жизни. Что это значит? Даже животное, которое ударило другое животное своими рогами, в день суда отплатит этому животному точно так же, как и было в этой жизни. В этот день будет расплата для каждого человека за то, что он сделал в этой жизни.
Однажды между сподвижником Умаром ибн Аль-Хаттабом и Абу Бакром ас-Сиддиком произошел спор. В этом споре Умар ибн Абу Бакр ас-Сиддик обидел Умара ибн Аль-Хаттаба. И сразу же, опомнившись, он попросил у него прощения. Умар бин Хаттаб, не отвечая ему, ушел оттуда. Абу Бакр растерялся, потому что понимал, как никто другой, что в день суда будет расплата, и будет расплата очень великая. Он побежал к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему в мечети, когда он сидел с другими людьми, что он обидел Умара, а он попросил его прощения, но Умар не ответил ему. Спустя время Умар ибн Аль-Хаттаб, точно так же, опомнившись, пошел домой к Абу Бакру ас-Сиддику, спросил, дома ли он. Когда ему ответили, что он в мечети рядом с посланником Аллаха, направился туда. Когда Умар зашел, пророк Мухаммад, благословит его Аллах, приветствует, посмотрел на него сердито. Почему? Потому что он, когда у него попросили прощения, не простил человека. Это указывает на то, что когда один мусульманин просит прощения другого мусульманина, нужно прощать, как бы это ни было сложно. Почему? Потому что тому, кто простил другого мусульманина, другого человека, будет уготована отдельная награда. Однако, обязан ли этот человек дальше поддерживать родственные связи? Этот человек не обязан поддерживать родственные связи, но, однако, не должен относиться плохо к этому человеку.